Здравствуйте, дорогие друзья! Ровно год назад я случайно попал в этот сайт flprog.ru и познакомился с этой программой. FLProg – визуальное программирование Arduino для непрограммистов. Мне это очень заинтересовало. Как-то я все время в интернете встречался вот этой платы Arduino, там разные модули, но это для меня был как бы темный лес, и я не занимался никогда с этим. Вот познакомился с этой программой, и вот это мне очень понравилось. То есть уже любой человек, не программист, немножко позанимается FLProg, и все, можно уже программировать Arduino. Я хочу сказать, что вот это можно, конечно, вот это не изучать чужие проекты в интернете, очень много проектов, чужие проекты скачать, там устанавливать, и это все будет работать, но это не то. Для каждого человека разные потребности. Любой этот скетч вы скачиваете, все равно там что-то для вас не будет хватать. Надо, чтобы самостоятельно что-то там добавить или что-то не так. То есть лучше, когда вы самостоятельно будете программировать. Вот и я тоже стал заняться, вот это мне очень понравилось. То есть те мечты, которые в детстве были, как бы занялся радиоэлектроникой. Можно сказать, что гектар схем паял. Сейчас этого не надо, только вот один процессор, вот допустим Arduino. И можно везде, из него что угодно можно делать. Хотите часы, можно часы делать, хотите реле какой-то. То есть все, что хотите, можно делать. Только программу создавайте и входы и выходы подключайте. Так, ну я стал вот заниматься и через месяц открыл канал. Это уже в конце октября. Заказал несколько плат из AliExpress. И первый раз вот Arduino я в руки брал где-то в ноябре, уже стал программировать. Так, это что-то я долго говорю, это к чему? Вот я хочу сказать, что вот это, то есть любой человек может все что угодно делать с Arduino, как бы. Так, ну давайте вот сейчас познакомимся вот с этой программой. Так, я хочу сказать, вот сейчас уже как бы сентябрь, учебный год начинается, и по многочисленным просьбам моих пользователей я хочу вот эти уроки для начинающих, вот которые занимаются FLProg, уроки делать и познакомить возможностями FLProg и научить вас сколько смогу. Я только что научился кое-чему, но много еще не знаю, но все равно там уже кое-что получается научить, что я знаю. Так, вот FLProg, вот сайт flprog.ru. Первоначально, что вам необходимо, надо зайти на этот сайт, отсюда, где загрузки, надо скачивать последнюю версию FLProg. Вот последняя 1.15 версия, это портативная версия, можно вот это использовать, а можно, ну, портативная версия, это скачали какую-нибудь папку, установили, оттуда можете работать без установки в компьютер. Можно так, и можно вот это инсталлятор, вот это загружать, и отсюда как бы это уже в компьютере будет. Это уже в компьютере будет инсталлироваться. То есть отсюда скачаем, вот где загрузки FLProg. Так, я на моем сайте Arduino, вот это arduinoprom.ru, вот создал новый раздел FLProg для начинающих. И здесь пока пусто,
Вот пока пусто, вот первое видео, как сниму, здесь появится. И здесь по очереди вот все уроки будет, можете отсюда посмотреть. Здесь будет скетчи, схемы и сам видео. То есть отсюда можете уже посмотреть, научиться. Ну что, давайте начнем. Вот первоначально, что я хочу сказать, вот это как бы не урок, а здесь просто знакомимся вот это с программой. Вот, то есть программу скачаем отсюда, устанавливаем. Второй урок уже будет как бы уже с программой будем работать. Ну, вот программу установили, но вам необходимо еще Arduino. Я покажу сейчас вот это, что такое. Многие знают, а многие, может, и первый вид. Сейчас покажу. Так, вот это видео у меня. Давайте выключу, опять включу. Как бы. Так. Так, вот это у нас плата Arduino, кто не знает. Я сейчас покажу здесь, что есть. Так. То есть первоначально, чтобы его включить в компьютер, вот надо вот такой переходник, шнур нужен, вот такой переходник. Его включаем в компьютер, и у вас в компьютере надо будет драйвер устанавливать. Здесь давайте немножко про эту плату расскажу, что это такое. То есть вот это Arduino, здесь процессор находится, кварц-резонатор, входы, выходы. Вот, давайте познакомимся с входами. Вот 14 входов здесь от 0 до 13, как бы, 0 и до 13. Здесь они можно программировать как входы-выходы, Некоторые из них могут работать в шим режиме. Это потом, когда будем изучать программу, там покажу, вот какие могут в шим режиме работать. Здесь находится аналоговые входы 6 штук. Их можно использовать как аналоги, а как же можно использовать как цифровые входы-выходы. Этот процессор от Mega 328 здесь находятся вот эти разъемы. Я сейчас скажу, что здесь находится. Так. Вот как-то мне неудобно. Сейчас сделаю получше. Так, давайте здесь скажу, что здесь. Вот этот вход, вот это первый, вот отсюда с правой стороны, который отсюда можно питание давать, то есть до 12 вольт как бы можно давать, там внутри стабилизатор будет стабилизировать и 5 вольт сделает. Вот это. Или можно вот отсюда, вот с этого разъема тоже от 7,5 до 12 души. Вот это номинально. Можно и до 18, но это уже перебор будет, там микросхема. Вот этот стабилизатор будет греться. Лучше номинально вот от 7,5 до 12 вольт. Потом здесь две земли находятся, вот две земли, и здесь 5 вольт, выход 5 вольт. Можно отсюда 5 вольт непосредственно питать Arduino, а также можно выход, то есть отсюда ваши модули можно питать, как бы. Рядом находится 3,3 вольта, вот это 3,3 вольта. Отсюда можно питать модули, которые питаются 3 вольта. Внутри стабилизатор стоит 3,3 вольта. Но я хочу сказать, что здесь мощность ограничена до 50 милливатт. Вот здесь можно подключить. То есть те модули, которые больше ток употребляют, их сюда нельзя подключить. Так, здесь находится находится USB порт
отсюда USB подключается. И здесь вот это Arduino Uno, вот который у меня других нету, все из Алиэкспресса подключаю. Стоит микросхема CH340. Вот эта микросхема служит как бы с USB порта сделать как бы компорт. То есть первоначально мы когда его включаем, ваш компьютер не будет, ну как новое устройство подключается, компьютер будет показывать. Надо устанавливать драйвер вот для этого микросхемы. В моем случае это CH340. Если у вас будет другая микросхема, надо на микросхеме посмотреть, что за микросхема стоит. И драйвер для вот этой микросхемы надо будет. Давайте я покажу, как это, где примерно можно найти. Так, вот здесь, если у вас стоит вот эта микросхема CH340G, вот на нем, то есть вот драйвер для CH340G. Вот первый, который есть сайт, вот здесь раз открыли. И отсюда вот можно скачать, написано CH341 SR-XC. То есть это можно скачать, это для Windows 7, Windows 8, то есть для этих подойдет. Вот я отсюда скачал, все нормально работает. Первоначально вот это первый раз, когда Arduino подключается, вот надо этот драйвер устанавливать, чтобы, да, и когда будете устанавливать, надо посмотреть у вас какой порт образовался, номер порта, надо посмотреть. Вот все эти дела, вот я хочу сказать, очень много в интернете, где написано, вот как устанавливать драйвер этот. Я сейчас подробно не буду рассказывать. Вот давайте посмотрим первый. Установка драйвера, вот этот, вот здесь на сайте, вот с этого сайта можно, Arduino проекте нет. Вот здесь подробно написано, вот как драйвер для, так. Вот здесь написано, вот этот драйвер, как устанавливаться. Вот посмотрите, вот эта микросхема для чего? CH340G, это полноценный переходник USB компорта. Там этот RS-232 с уровнем TTL. То есть вот эта микросхема вот обеспечивает связь между Arduino и компьютером. То есть когда будете там скетчи загружаться, и все через эту микросхему как бы. И поддерживает интерфейс RS-232, RS-485, RS-425, 422. Так. Вот на этом сайте можете познакомиться, как устанавливать этот драйвер. Я сейчас не буду вот это подробно рассказать, как это делать. И что необходимо для начала. Для начала вот давайте посмотрим видео, я что использую, какие материалы, откуда их это брал. Вот посмотрите, если захотите, вот оттуда тоже вы можете скачать, ссылка будет под видео. Так. Давайте вот это посмотреть, что необходимо. Конечно, вы можете просто, это все тут очень много вещей я использую. Можете так открыть. Можете не покупать, но если кому интересно будет то, что я делаю вот со мной повторять, можете. Итак, друзья, мы начинаем цикл видеоуроков для начинающих изучение программы FLPROC и программирование Arduino. Для начала необходимо некоторые вещи, чтобы вы имели
для работы, если хотите повторять то, что я делаю. Сейчас я покажу вот этот список, что там будем использовать. Если есть у вас возможность, можете вот эти вещи приобрести в Алиэкспрессе. Я ссылки под видео оставлю, что вот с какого магазина я приобрел. Если вы захотите, вы тоже можете оттуда этот приобрести. Для начала работы вот надо Arduino Uno. Я решил вот это все видеоуроки делать на Arduino Uno. Это как бы удобно. Здесь эти контакты так расположены, что легко с ним работать. Arduino Uno надо. Потом макетная плата. Вот такая макетная плата. Лучше с блоком питания. Здесь это блок питания дает 5 вольт, 3,3 вольта. Можно переключатель там поставить. И по двум шинам вот это питание дал одну сторону 5 вольт, другую сторону 3,3 вольта. Потом необходим набор проводов. Вот я такие набор, но это коробку я сам здесь купил. Вот такие набор проводов разные, и мамы, и папы, и там разные длины. Чем больше, тем лучше. Потом можно и такие вот эти наборчики, это уже как бы на макетную плату вставляется, соединяется, еще лучше там это ничего не торчит. Потом нам необходим будет релейные блоки, вот релейные блоки, 4 канала, 1 канал, 2 канала, я этот оставлю так под видео. Что-то там шум идет, я сейчас окно закрою. Так, я извиняюсь, там с улицы шум, я забыл окно закрывать. Потом вот такой модуль Ethernet, ну, для подключения локальной сети, вот такой модуль W5100, вот такой модуль надо будет, наверное. Потом всевозможные датчики, вот, датчик, вот это ультразвуковой датчик надо будет. Потом датчик температурного давления, вот такой датчик температуры атмосферного давления, датчик вот такой надо будет. Потом датчики температуры и влажности, TH11, TH22. Так, модуль HC06 для Bluetooth. Так, часы реального времени. Так, преобразователь USB TTL. Это тоже, наверное, надо будет. Так, MAX 485, вот эти модули для Modbus. И это преобразователь, вот это RS485 USB. Так, звуковой модуль такой может понадобиться. Зуммер вот такой. Потом джойстик такой. MP3 плеер. Так, модуль такой мощный, вот транзистор стоит полевой, то есть это ключ транзисторный, подключаем и без реле можно управлять. Так, RFID считыватель, переменные сопротивления, вот понадобится тактовые кнопки, так, светодиоды разноцветные, датчик температуры DS18B20, потом двигатель SG90, серводвигатель SG90, вот такой, это здесь стоит. Так,
такой двигатель, шаговый двигатель с драйвером. Так, потом это дисплей. Вот дисплей, ЖК дисплей двухстрочный, четырехстрочный. Лучше вот это вам приобрести четырехстрочный. Можно это как вместо двухстрочного и четырехстрочного использовать, что два дисплея не приобрести. Вот такой лучше одну приобрести. Потом этот модуль, расширитель портов I2C для вот этого дисплея. Видите, здесь я уже припаял, а у этого нету. Ну, можно здесь припаять как бы. Так, потом из дисплеев еще вот такой Max, вот 4 вот этого. Потом 7-сегментный дисплей. И плюс вот измерительный прибор тоже лучше, чтобы у вас был, а то часто понадобится. Потом, что у меня тут полно всяких вещей, но то, что вот на первую очередь необходимость будет, я все это вам показал. И набор сопротивлений разных. Вот видите, у меня тут вот здесь тут разные сопротивления на всякие есть. Я тут набор сопротивлений понадобится, разные сопротивления. Так, что еще? Ну так, основном вот то, что я вам показал, вот это надо будет, вот, а остальные потом по мелочам. Ну это можете приобрести, можете не приобрести, это на вас рассмотреть. Я буду вот видеоуроки будут основаны вот то, что я здесь вам показал, вот здесь что слева лежит, с вашей стороны, наверное, с правой стороны у меня эта камера не так, наоборот стоит. То есть вот что я вам показал, вот это в первую очередь, вот это все буду, то что показал, вот это подключим, разные вещи из него сделаем. Так, автоматику какой-нибудь создадим на логических элементах. Вот это самое основное, вот я буду вот именно вот это логические элементы, вот это автоматику, вот это очень важно. Это не то, что там какой-то датчик подключить, уже самостоятельно можете всякие вещи делать, станки ремонтировать, там всякие домашнюю автоматизацию на них делать. То есть это автоматика, вот это там некоторые логические элементы, вот это надо хорошо знать. Вроде все остальное на компьютере. Так, вот то, что вот необходимо будет, вот эти я показал, ссылка под видео, вот что где можно приобрести, то если я где приобрел, вот там ссылки, я откуда покупал, все это. Так, еще что, вот надо вот это первоначально сейчас вот вам скачать вот FL Pro программу, чтобы у вас в компьютере было. Следующий урок как бы будет про FL Pro, вот интерфейс FL Pro, вот покажу, что где находится, как что делать. Я очень подробно все покажу вам, потому что когда я сам год назад изучал все это у Сергея Глушенко, у него хорошие видеоуроки есть, но понимаете, вот они программисты, они думают, что мы тоже все это понимаем. Вот он знает, что-то показывает, потом я хочу повторять, но там такие мелкие вещи, которые я не знаю, он не показывает. Вот это, допустим, какой-нибудь вывод на логический элемент добавляет какой-нибудь вход. Я не знаю, вот это как добавлялся первоначально. Раз десяток вот видео смотрю, пока вот это смотрю, куда нажать, для чего сделал. Поэтому вот я хочу, вот как бы я научился, и что мне трудно было, я уже знаю, и буду вот подробно все это вам показывать, что как делается. Потому что как вы, так и я начинающий был. И много чего не знал, поэтому очень подробно. Вот это цикл видеоуроков для начинающих.
То есть кто вот впервые видит FL Pro, впервые Arduino берет в руки, и я думаю, что научимся кое-что делать. Так, а вот этот цикл делать вот получился из-за того, что вот мне очень много вот пользователей просят. У меня тут вот где плейлисты, вот посмотрите. Здесь у меня вот это есть на армянском языке вот видеоуроки с Arduino. Это очень просто. То есть здесь как бы уроки, и многие вот пользователи просят вот эти уроки перевести на русский язык, но я думаю, что лучше вот все заново делать. Это где-то почти 7-8 месяцев назад я делал, и еще много чего не знал. Как бы сейчас тоже не знаю, но тогда тем более там может быть какие-то ошибки, что-то не так делал. Я думаю, все это лучше как бы заново вот делать на русском языке, потому что очень многие вот просят мне, я вот эту просьбу выполню. Как бы вроде все, что я хотел. Скачайте FL Pro, вот ссылка вот откуда можно скачать, будет под видео. Скачайте, установите. И на следующем уроке я объясню интерфейс, как бы вот эти программы, что где находится. Вроде все. Спасибо за внимание. До свидания.